Итак, дорогие друзья, сегодня после вокзала полдня хожу по магазинам здесь, оптовым базам. Здесь в основном оптовые базы из-за своей дешевизны. То, что здесь железная дорога. И вот купил две вот таких вот гофры. Будем на озере Лабынкыр делать копчение. Сейчас скоро ребята приедут с той стороны на пароме. Я к ним пересяду и поедем дальше. Ну, уже в Аймиконский улус. По дороге будет несколько улусов. Если получится, где-то водитель будет останавливаться, буду снимать, тоже все показывать. В ночь будем ехать, кстати. Кстати, вот магазин Элеком есть, оказывается, который мне электрогенератор прислали. Вот. Я туда заходил, ребята меня узнали. Даже поселфили с ними. Ну, спасибо ребятам из Элекома за электрогенератор. В Нижнем Бестяхе тоже есть, оказывается, этот магазин электротоваров. Так, в общем, прождал целый день. Ребята вечером только приехали. Вот я пока их ждал, закупился продуктами на 7 дней, на 4 человека получается. И купил 2 гофры и тент. Будем коптить рыбку. Будет, короче, в общем, полевая кухня. Маленько попробуем поснимать. Ну и в город ребятам привезем. Родственников угостит рыбкой. Так, вот приехал Радомир. Он, значит, пригласил меня на свой туристический маршрут. И вот мы сегодня с ним поедем. Завтра с утра будут прекрасные пейзажи, будем все снимать. Радомир сам оператор, получается, да? По образованию и по работе, по своей профессии. Вот наше такси грузится, посмотрите. Едем в горы, поэтому люди отовариваются как следует. Здесь все дешево, а там все дорого. Поэтому везут своим родным там овощи, средства первой необходимости, ну все необходимое. Вот. Посмотрите. Я даже как-то побаиваюсь, если честно, садиться, но водитель говорит, с опытом поедем, говорит, потихоньку, но поедем, доедем, говорит. Вот это я ложу в салон, потому что это алюминиевые гофры. Вот это да. Скочканым найка. Так крутой кафе Ларбал. Так крутой кафе Ларбал. Вот мы ночью приехали в кафешку. Посмотрели по пути в Аймиконский улус. Вот такие кафешки. Там вот очень интересный уголок. Сейчас подойдем, посмотрим. Устагаджан, да? Устагаджан, да. Ага. Видно, ми устали. Устал уже. На работу? Может, какой-то мама. Здесь был Василий Сергеевич. Взяли с Радомиром здесь маленько покушать, перекусить. Ну, я увидел одно очень интересное блюдо. Сейчас покажу. Вот. Это получается гальяны озерные. Таким вот интересным методом приготовлены. Я как бы поевший, но решил все равно перекусить и обязательно попробовать рыбу. А сейчас давайте проведем небольшую экскурсию по этому заведению. Такая вот чайная интересная, посмотрите.
По всей видимости, владелец чайной коллекционер старинного антиквариата различного. И у него здесь представлено очень много диафильмы, вот помнится из детства. Вот такие вот были точно диафильмы. Фотоаппараты даже. Какой-то был, по-моему, смена 2, что ли-то. Нет, у меня был этот маленький такой вот детский. Как его называли-то? Мыльница. Где-то здесь должен быть. Ну, полароиды были. Такой тоже был. Она это хоровит, да? Здесь коллекция значков различных, значит, даже вот есть эти кокарды есть, вот, вот милиция. Какие-то старинные фотокарточки, ну эти открытки, по всей видимости, первые, а может вырезки из журнала. Здесь деньги есть, старые червонцы различные, купюры, ну и открытки. Миру себе. Это я. Вот такая вот шашлычок такой. По-якутски манду называется. Манду. А по-русски гальян Чекановского, по-моему, да? Ням-ням. Burada.
Кафе находится в поселке Тынгулю, Мегино-Кангаласского района. И если вы едете в сторону Магадана, то обязательно увидите это кафе. Вот такое вот кафе с гостиницей, по-моему, с магазином. И продаются автозапчасти. Есть даже небольшая урса. И даже есть водопад. Вот. И этот фонтан точнее. О, извините за то, что темно. Ночь на дворе. Здесь очень красиво высажены настоящие цветы. Ну, в общем, владелец этого заведения молодец, конечно. Молодец. Похвально. Будете у нас в Якутии, обязательно будете проездом, загляните сюда. Вот по дороге пробило колесо, остановились. Но, слава богу, у водителя 3 запаски. Поэтому много надо запасов брать в дорогу. Сейчас мы уже едем по дороге Колыма, по трассе. Проехали поселок Хандыга, Тампонский район. За ночь мы проехали, получается, так, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Татинский, Усть-Алданский, да? Татинский и сразу вошли в Тампонский. 3 района мы проехали за ночь. То есть 2 района проехали, 3 района проехали, в 4-й выехали. Где-то 500 километров. Следующий район у нас Амиконский. Вот. Сколько километров отсюда осталось? Примерно 500. 500 километров, говорят, осталось. Курсируют различные фуры, везут лес, все остальное. Не в Китай. Вот здесь вот на трассе нужна всем водителям радиостанции, чтобы они могли держать связи, потому что есть узкие участки прижимы, где может проехать только один автомобиль. И они довольно длинные. Чтобы знать, едет ли за поворотом кто-нибудь, они путем переговоров по рации спрашивают, есть кто на прижиме или нет. Вот. Если выдастся возможность, то я взял специальный квадрокоптер для этих целей. Я знаю, что там лежит один автомобиль большой, КамАЗ, по-моему, с прицепом. И хотел бы его заснять как бы на квадрокоптере. Подлететь к нему, посмотреть его и подняться выше.
Так, сейчас Василий скажет, куда мы приехали и что здесь есть. Куда это мы подъехали? Шаман ручей. Место называется Шаман ручей. Ну, это, как и во всей Якутии, есть свои священные места, где вот делают преподношения, останавливаются люди. И здесь еще есть кое-что. Я взял пустую бутылку. Здесь протекает чистейший ручей, да? Горный. Не замерзающий, да? То есть этот ручей не замерзает ни зимой, ни летом. И путники здесь всегда набирают чистую воду, чистейшую, и пьют из нее. Да? Дуа. Тоғамандық бола мандық айтады, ұртұрыққата. Мандық те. Все. Вау! Вот это да! Посмотрите, какая чистота, действительно. Прозрачная вообще вода. И сейчас сюда забросим копейку и загадаем желание, чтобы оно исполнилось. Посмотрите, сколько копеек лежит. Вот. По традиции. Так, утоба. Ахобанам трах. Так, теперь набираем воду. Вода холодная. Вода здесь холодная зимой и летом. В этом ручье. Гораздо янка. Как будто пустая бутылка. Без воды. Аж зубы сводит. Холодная. Все, взяли воду с собой. Вкусно. Вкусная. Так, здесь посмотрите-ка, вода есть. Индигирка. Из Индигирки. Костя и Золя из Магадана. Из Охотского моря. В каком году? Нынче привезли. Это тоже нынче. Тоже нынче. Это вообще непонятно когда. Надо было воду из Жиганска привезти. Я что-то как-то не догадался. Но теперь буду знать. Здесь стоит термометр. Сейчас у нас так 17 градусов. У Василия пробило второе колесо. Хорошо, мы вовремя успели увидеть, что оно приспустило. Но до этого мы заезжали в один поселок, в Чайную, и там был шиномонтаж. Хорошо, что мы колесо, то, которое пробилось, с этого отремонтировали. Теперь ближайший шиномонтаж когда? Сколько километров отсюда? Ну, где-то 100 километров всего лишь.
Ой. Итак, друзья, такой прекрасный летний дождик. Здесь мы проезжали, Василий сказал, что есть одна чудесная, как сказать, живопись. И вот ему интересно знать, кто это нарисовал, чье это произведение. Художник автограф не оставил, к сожалению, но он хочет узнать. И если есть знакомые, кто видел, слышал, знает, напишите, пожалуйста, в комментарии Василию. Сейчас я поближе подойду к вам и покажу это произведение искусства. Просьба убрать от экранов детей, людей со слабой психикой, лиц до 18 лет, потому что это немножко такой взрослый контент, так скажем. Довольно интересная картина. Ну что, готовы? Поехали. Па-бам! Посмотрите, как все четко нарисовано. Ой, кто это сделал? Отзовитесь, кто так нарисовал. Такой арт, стрит-арт. Вот. Уже много лет, говорят, стоит это стрит-арт здесь. Художник, между прочим, забирался, по всей видимости, тем же путем, что и я тут лазю, как горный баран Чубуку. Хопа. Граница, заезжаем в Ваймяконский район. Через этот ручей проходит граница. Сейчас будем фотографироваться на фоне мемориала. Сделаем пару снимков. Посмотрите. Вот лежит интернет Ваймяконского района. Только что дотронулся до их интернета. Тампонский район. Получается, здесь Тампонский район. Ну и тут Ваймяконский район. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 алмазов. Бык. Холода. Держит солнце. Горы, покрытые зеленым лесом. Такой вот у них символика, герб. Ну, поговорим еще насчет этого с главой района. Думаю, он нам расскажет. И вот, посмотрите, достаточно интересные тут наклеечки всякие. Вот. Можете QR-код просканировать. Что-то означает, видимо. Здесь были Нордтрофи. И здесь, конечно же, не хватает моего логотипа, потому что, ну, я еще пока не изготовил. В следующий раз буду ехать, надо обязательно привезти клевую рыбалку сюда. И еще чуть не забыл сказать, что сейчас я уже по старому времени, нужно сейчас часы переводить, потому что в Ваймяконском районе разница с Москвой 7 часов. То есть вот так я сейчас 15:43 встаю. Вот так я уже 16:43. Вот так 15:43, вот так 16:43, короче. Ну вот так. Так, подъезжаем к деревне. Сейчас будет чайная. Попьем там
Поедим, в общем, перекусим. Здесь вот ландшафт потихоньку начал сменяться. Резкие горы начали переходить в такую небольшую равнину. Это дельта реки. Дельта реки. Сейчас я скажу какой. Кем тебе нравится? Вот сюда подъезжаем. Вот. Ну вот, осталась от деревни только Чайная. Деревня, оказывается, сама заброшена, уже много лет пустует. И вот работает только Чайная, где мы, собственно, и остановимся. Аймекон.ру. Кафе Куба. Картина. Кафе Куба. Если Кубаны хаялта бы на картина. Довольно интересная кафешка. Легендарное кафе Куба. Куба по-нашему, посмотрите. Вот это два смысла имеет этот кафе. Куба это по-якутски лебедь, а Куба это Куба. Типа оазис. Да, оазис. В людном. Поселок заброшенный находится вон там. Туда мы не пойдем. Но побываем здесь. Вот дверь входная. Кто здесь был? Надо было свою тоже привезти, наклейку приклеить. Клевая рыбалка вот здесь вот. Про путешествие на Чукотку. Это Богдан был. Богдан Булычев. А где тут это Варламовский? Ну ясно. Также был Варламов, по этой трассе снимал ролик, и Дудь. У них есть два ролика, можете посмотреть на ютубе. Вот так выглядит образец оптоволокна, чтобы не знающие люди не резали лишний раз и не думали, что там есть какой-нибудь цветмет и тому подобное. Поэтому вот в Чайных установили вот такие образцы, вот. Ну, чтобы местные жители знали, что здесь ничего ценного нет. Ну все, крайний пункт выхода на связь в интернет. Это было кафе Куба. Только что делал прямой эфир оттуда. Это лучшее, что у нас появилось, наверное, за последние годы. Интернет. И вот мы подъехали к легендарной заправке Куба. АЗС. Автозаправочная станция. Ой, посмотрите, сколько людей здесь было. Разные путешественники, может быть, с разных стран. А может, хозяин бензоколонки просто сам вот так красиво разукрасил все это дело. Посреди тайги вот такая вот заправочка стоит. Смотрите, вот
На Магадан ехали отсюда японцы. Приклеили тут свои везде стикеры. Клевой рыбалки нету, но ничего страшного. Думаю, когда-нибудь может будет. Радик все время снимает. Папарацци местный. Бурятия, Улан-Удэ, Джида, Верхний Ичотуй, Хабаровск, Магадан. Что тут бензинчик-то стоит у нас? Так. 56,70. Регуляр премиум стекло. Которая тяжела. Так, отсюда осталось сколько? 150 километров, да? 156. 156 до Тамтора осталось. И это где-то 4 часа езды примерно. 3,5. 3,5-4.